Развитие финансовых рынков является одним из важнейших направлений в национальной программе развития Кыргызстана до 2026 года. И для реализации этих планов и целей состоялась конференция «Современный цифровой банк и экосистема» с участием председателя Кабинета министров. Как отметил глава Кабмина, новый подход к ведению банковского бизнеса обусловили слиянием финансовых продуктов с современными возможностями в сфере IT. Это позволит существенно повысить производительность и эффективность всей экономики. Ключевыми направлениями развития финансовых технологий в нашей стране становятся электронная коммерция, дистанционное обслуживание в сфере предоставления финансовых банковских услуг и активное развитие получили инициативы по созданию финансовых маркетплейсов. Мы сейчас ускоряем внедрение безналичных инновационных продуктов в финансовых и экономических процессах страны. Роль банков в данном процессе важна и необходима, а именно цифровая трансформация всех банковских услуг, доступность безналичных электронных платежей, обеспечение роста финансового проникновения за счет цифровых инструментов, повышение производительности обработки данных и безопасности самой платежной системы. Заинтересованный в сотрудничестве Российский инновационный центр Сколково намеревается поделиться с коллегами банковским опытом. Президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев отметил, что банки активно переходят на цифровую платформу и выразил надежду, что конференция поможет им узнать много нового. Хотел бы отметить, что есть у нас свои собственные результаты, есть свои собственные продукты, есть собственное видение. Но вот такого рода мероприятия, они дают нам толчок для того, чтобы, возможно, взять то, что у нас еще нету. Согласен, в Российской Федерации в направлении новых технологий в банковском секторе более продвинуты. А это надо признать. Но мы достаточно гибкие, чтобы все, что там есть, посмотреть и выбрать для себя то, что будет приживется для наших потребителей, что будет интересно нам. Цифровой банкинг, как онлайн-площадка государственных и коммерческих банков в нашей стране активно распространяется. Качество предоставления услуг некоторых из них улучшается день ото дня. Оформить кредит можно онлайн. Примечательно, что Сколково поддерживает политику нашего правительства и восхищается удобством правовой среды в Кыргызстане. К примеру, если реализация цифровой программы противоречит некоторым положениям закона, то в него можно внести изменения в короткие сроки. Вы можете менять законодательство достаточно быстро. Гражданское общество смотрит 30 дней на законопроект, и потом министерство принимает одним-двумя днями какие-то решения. Это действительно большое подспорье для технологий, потому что чаще государство и регуляторика отстает от технологических компаний. И в цифровых партнерствах мы нуждаемся. Я услышал, что и коллеги высказывают запрос. Наметили уже несколько встреч. Буквально сейчас за 10 минут с 3 крупнейшими банками мы договорились о дальнейших шагах. Власти страны намерены продолжить внедрение инновационных продуктов. Законодательная база позволяет принимать подобные решения в максимально короткие сроки. В настоящее время ведется дополнительная капитализация государственных банков, а также совершенствование финансовых технологий. А Нацбанком ранее была разработана специальная концепция. Индустрия финансовых технологий представлена огромным количеством решений и сервисов, в частности, технологиями больших данных и их анализом, искусственным интеллектом, удаленной идентификацией, облачными технологиями, системами быстрых платежей, открытыми программными интерфейсами, технологией распределенных реестров и так далее. Принята концепция развития цифровых платежных технологий в Кыргызской Республике на 20-22 годы, которая как раз и включает реализацию мероприятий по этим вышесказанным направлениям. В рамках реализуемых мероприятий по программе развития Минцифры также работает над реализацией проектов. Помимо налоговых отчислений, с помощью данных технологий около 20 миллиардов сомов были в бюджете заполнены. Это очень хороший такой показатель. И в этой технологическом процессе в плюсе все. И государство, и частные компании, которые разрабатывают. И самое главное, это удобство для наших граждан и для других процессов.
Представители ведущих российских компаний подробно рассказали о цифровых сервисах и инструментах, необходимых для их построения. Рашид Алиев, Джантай Макенов, Пирамида.